Тем временем власти соседней Кировской области из-за COVID-19 решились на новые ограничения для населения. Там решено снова закрыть все развлекательные и досуговые заведения. Под запретом детские игровые комнаты, ночные клубы и танцплощадки. Все это, как указывается, до отмены режима повышенной готовности. До 10 ноября приостанавливается работа салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов. Но есть и исключения. Оказание услуг, например, по мытью волос, маникюра, педикюра, а также в целом прием по записи под запрет не попали. Также из-за нехватки мест в имеющихся 4 госпиталях под коронавирусных пациентов там решено отдать дом-интернат для престарелых и инвалидов. Вынужденные меры мало радуют постояльцев. А вы представьте, что это ваш родной, близкий, друг, знакомый. Заболел, у него положительный путь. Вот для этого создаются здесь койки. Я понимаю, что это звучит вот так патриотично, и что ни за счет вас это должно делаться. Но, видимо, такая ситуация, что по-другому нельзя. Они будут перевезены в наше же подведомственное учреждение. Это 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, которые у нас находятся в Кирове и в Кирово-Чепецке. Мы максимально создадим комфортные условия для их нового временного проживания. Наши санитарки, наш персонал – это уже большая семья, поэтому они будут находиться тоже в настоящее время вместе с нашими подопечными. И мы максимально предпримем все усилия для того, чтобы временно, еще раз повторюсь, это временная мера, временное проживание для них стало комфортным. Ну и с понедельника в соседнем регионе продлевают единые каникулы для школьников. Детям запрещено посещать кружки и секции. У студентов теперь дистанционное обучение вплоть до осенних каникул, то есть 2 недели. Как считают специалисты, такой перерыв позволит разобщить детей, и они станут меньше общаться друг с другом непосредственно. Чтобы контролировать это, подросткам до 16 лет официально запрещено появляться в торговых центрах без взрослых.